Телерадиокомпания «Витебск». Полоцкий районный исполнительный комитет представляют документальный тележурнал «Полоцк, где починается краина». Полацкая літаратурная студыя пад назвай «Цэнтр Еўропы» адкрылася ў сакавіку 2018 і аб'яднала ў адну вялікую сям'ю больш за 90 аўтараў самых разнастайных жанраў. Рэгулярныя сустрэчы ладзяцца на базе цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Францыска Скарыны. Тут майстры слова ўдзельнічаюць у дыскусіях, прэзентацыях і сустракаюцца з чытачамі. Спецыяльна для працы студыі ў бібліятэцы зрабілі рамонт, а таксама арганізавалі выставы з творамі і узнагародами полоцких поэтов и письменников. Здесь мы собираемся, проводим творческие вечера, там приятные чтения, круглые столы, занимаемся разработкой каких-то новых проектов, потому что мы участвуем не только здесь у нас по Полоцку, по району, в различных конкурсах литературных, но и за рубежом также. Кроме того, у нас на базе литературной студии также действует дирекция Международного литературного фестиваля «Центр Европы», который у нас проходит ежегодно. Это более 250 человек приблизительно из различных стран. Это и Болгария, Украина, Австрия. Полацкая студыя «Цэнтр Еўропы» звязвае тры народныя літаратурныя аб'яднанні раёна. Старэйшаму з іх пад назвай «Надзвінне» летась споўнілася 90 гадоў. Зараз у яго склад уваходзіць 31 майстар слова, з іх 3 члены Саюза пісьменнікаў Беларусі і 1 саюзнай дзяржавы. Мясцовыя таленты пастаянныя пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных творчых конкурсаў. Аб'яднанне існуе з 1926 года. Гэта такі лёс прайшло это аб'яднанне. Вось Алей Савіцкі узнавіў яго пасля вайны. Пішуць у нас і на рускай мове, і на беларускай мове. Вельмі добра, што да нас зараз стала цягнуцца моладзь. Вось як я ўжо казала, наш самы малады надзвінец, ён 16 гадоў наведвае надзвінне. Вось ён заняў другое месца ў міжнародным конкурсе у мінулым годзе «Магія пяра». Літаратурны каўчэг быў створаны ў 2006-м. Сёння ён налічвае 33 удзельнікі. Частка мясцовых літаратараў сталі членамі аб'яднання яшчэ ў школьныя гады. Да 2019-го яны паспелі выдаць свае кнігі і дасягнуць сур'ёзных поспехаў у творчасці. У нас много участников различного уровня конкурсов, от районных, областных и республиканских. Например, самодеятельный композитор Василий Грановский, его песни неоднократно, гимны он пишет, неоднократно занимали первые места или призовые места на уровне республиканского конкурса. Благовест над Полоцком, Рождественский, Витебский областной фестиваль именно в Витебской епархии организованный. В прошлом году даже три призовых места. Первое, второе, третье литературный ковчег занял, потому что очень много уделяем внимания духовной именно теме, духовным высоким каким-то идеалам. Гісторыя творчага аб'яднання «Полацкая галіна» пачалася ў 1989-м. Зараз у складзе 25 аўтараў. Асаблівую увагу надаюць працы з моладдзю. Тут нават стварылі спецыяльнае аддзяленне, дзе праводзяць заняткі з юнымі талентамі. Только на пользу идет. Потому что, во-первых, мы учимся друг у друга, а учиться можно у большего количества авторов. Это уже здорово. Ну и, естественно, каждое литературное объединение занимается отдельно. Поэтому здесь получается такой синтез. И коллективные встречи, и отдельные наши творческие встречи. И этот синтез, он развивает и помогает расти творчеству всех авторов. Цяпер у творчых палачан ёсць свой утульны дом, дзе можна абмеркаваць праблемы і проста падзяліцца новымі творамі. Такія сустрэчы прыносяць плён. Удзельнікі літаратурнай студыі «Цэнтр Еўропы» ўжо выпусцілі некалькі сумесных паэтычных зборнікаў, якія ўключылі ў сябе сапраўдныя шэдэўры. Как много городов стоит на белом свете,
Их улицы цветут в красе своей, они светлы в ночи и на рассвете, но полоцкие улицы светлей. Они хранят великолепные страницы тех богатырских и былинных дней, когда Всеслав, наш князь великий, начал биться во славу полоцких соборов и церквей. По этим улицам ходила Ефросинья, задумывая в памяти своей возвышенную тайну, словно крылья, о возведении монастырей. Здесь подымались европейские поэты, здесь Симеон слагал свои стихи, и в братской школе он искал ответы на все вопросы жизненных стихий. И наш Скорина в грамотности знатной на этих улицах искал свою мечту, чтобы однажды Библией печатной прославить полоцкую красоту. Надежда Андреевна Борейко, кандидат экономических наук, замдекана финансово-экономического факультета, доцент кафедры учета и аудита, логистики и менеджмента Полоцкого государственного университета. Но это сейчас, а в 1999 году она стояла на пороге своей любимой 14-й школы города Полоцка с лентой выпускника. Сегодня учреждение, которое дало путевку в жизнь, носит статус «Школа для всех», «Школа для каждого». Так какая же она? Сейчас двери школы открыты не только для учеников. Дети приходят сюда за знаниями, а вот взрослые отдохнуть. Чем заниматься, выбирают сами. Елене Матузовой по душе пришелся тренажерный зал. Не надо ехать в город, а из затрат только силы. Фитнес бесплатный. В нашем микрорайоне нету ни одного ни фитнес-зала, ни каких-то комплексов спортивных, поэтому вот этот вот единственный тренажерный зал, в который любые, да, жители нашего микрорайона могут прийти вместе, там, и даже детей можно приводить, как бы, да, заниматься, есть возможность, там, даже как я мама, да, мне хочется быть красивой, хочется держать себя в форме, поэтому для нас это очень хорошо. Этажом выше полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. Такие мастер-классы здесь проходят раз в месяц. Организовать занятия предложили сами жители. Отрицательного ответа не получили. Сейчас от урока до урока считают дни. Времени, во-первых, побольше пообщаться наедине один-один с ребенком, чем-то заняться. Помимо того, что ты дома, постоянно с детьми в каких-то домашних хозяйственных делах, здесь ты наедине со своим ребенком общаешься, духовно сближаешься. Вот, ну и находишь более точки соприкосновения дальнейшие. На таких современных мультибордах занимаются ученики в интегрированном классе. Ребят обучают правильно произносить звуки и логическому мышлению. Это первый шаг к инклюзивному образованию. Новые подходы к обучению здесь и на уроках иностранного языка. Инсценировка сказок помогает лучше усвоить язык, а ученикам не приходится сидеть над книгой. Дети учатся диалогической и монологической речи, расширяют словарный запас, также используют различные грамматические конструкции в речи, учатся вживаться в образ, передавать характер, эмоции сказочного героя или того героя, которого они играют. За такое поведение здесь оценку «неуд» не поставят. Это не нарушение, а один из этапов программы «Школа. Территория здоровья». Подвижные перемены для четвероклассников уже проходят в коридорах учреждения 2 года. Дети занимаются практически, можно сказать, 2 смены, потому что после основных уроков у них мероприятия и занятия факультативов музыкальной направленности. И, естественно, разгрузка физическая и моральная, и веселая должна быть. Мы стремимся к тому, чтобы нашим детям было комфортно и хорошо в нашем учреждении образования. Социальный проект в рамках образовательного процесса «Школа для всех, школа для каждого» еще молодой. 2 года назад начинали из нескольких предложений, сегодня их около 10. Имиджевая политика любого учреждения образования предполагает какую-то деятельность. Деятельность целенаправленную. Поэтому этот девиз, те самые слова «школа для всех, школа для каждого» как никогда подходят для нашего учреждения. Средняя школа номер 14 города Полоцка расположена в микрорайоне, который немного удален от центра. Однако это не мешает нам развиваться и работать совместно в таких тандемах, как школа, родители, учащиеся.
Поэтому родители – это частые гости нашего учреждения. И мы не могли обойти проблему того, что социум нужно как-то занимать. То есть нужно занимать и взрослых, и детей. Останавливаться на достигнутом школа не собирается. Руководство учреждения открыто для предложений, ведь школа для всех, она же и школа для каждого. Лица полоцкого футбола. Наша команда «Полоцк-2019» создана в 2013 году, в апреле месяце. Мы занимаемся любительским футболом. С тех времен мы заняли почетные места, занимали первое, второе места, выигрывали Кубок Витебской области. Наша команда сама любительская. Яркая спортивная игра, голевые моменты, страсти на трибунах, поражение, триумф – это футбол. Самое главное, самая любимая игра мальчишек всех времен и народов, и мужчин, которые не перестают быть мальчишками. У нас парни живут футболом, и без этого они жить не могут. Футбол надо любить душой и сердцем. Все люди, которые занимаются футболом, футболисты, они им живут. Это просто не объяснить даже чувствами, что это происходит внутри. Но ты, когда на поле отдаешься полностью, играешь, бегаешь, у тебя пот идет, и на тебя еще смотрят люди со стороны, это очень большой плюс для тебя и для окружающих. Футбол — это все. Это просто надо понять это. Полоцкий футбол имеет свою историю. Если не касаться дворовых матчей, из которых и вырастают настоящие футболисты, в свое время полочане болели и за футбольный клуб «Полоцк», и за команду «Полоцк-Газ». Свой собственный фан-клуб имеет и нынешняя команда. Восхищение в глазах болельщиков, кричалки, поддержка, верность и преданность – это, несомненно, дает стимул и обязательно ведет игроков к победам. Кубок Витебской области 2017 года мы его выиграли в первый раз. Выиграли достойно по игре 3-1. Играли с Оршей, победили их. И этот толчок был очень большой. С тех времен мы постоянно занимаем высокие места. Расскажу одно, что в следующем году наша команда идет во вторую лигу Республики Беларусь. Мы будем участвовать во второй лиге, и это уже большой плюс. Будем играть на республике и посмотрим, какие будут результаты. Футбол – игра интеллектуальная. Это не только зрелище, это тактика. Умение просчитать, вывести, дать точный пас, поймать настроение, направление игры. Плюс бесконечные тренировки. Все это, конечно, выматывает, но и не отпускает. Потому что у настоящего спортсмена всегда есть цель, есть амбиции. Стать первым, стать лучшим, принести славу не себе, команде, а значит, своему городу, своей стране. Очень хочется, чтобы люди в городе понимали, что у нас есть спорт, есть футбол, есть баскетбол, есть волейбол. Просто были такие времена, когда это все было затушено. И сейчас мы пытаемся это все вернуть. Мы стараемся для того, чтобы в Полоцке хотя бы было на слуху футбольный клуб. Мы это добьемся. От нашей команды мы желаем нашему городу расцветания, чтобы он процветал дальше, чтобы у него все получалось. И любите спорт, приходите на футбол. Полоцк, где пачынаецца краіна. Документальный тележурнал. Телерадиокомпания «Витебск» по заказу Полоцкого районного исполнительного комитета.